Итак, бурными аплодисментами встречайте первую команду, участницу фестиваля «Свадебные обряды народов Якутии», команду Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Семех», руководитель Александр Николаевич Гоголев. Вам будет представлен обряд одевания якутской невесты. Традиционная одежда народа Саха является культурным наследием, связанным с обрядами и верованием того или иного периода. Человек Саха интуитивно осознавал свое место в миросоздании, поэтому материальный мир имел много знаковой символики, своеобразный декор, определенную цветовую гамму и много украшений, соответствующих мировоззренческому взгляду. В обрядовой культуре народа все эти элементы одежды выступали в качестве своеобразного прикрытия от неопознанных сил природы. Дорогие гости, разрешите начать показ обряда одевания якутской невесты, который всегда остается процессом значимым, волнительным и проводится в строгом ритуале. Перед вами якутская невеста, одетая в нательную рубашку, в ритуальные штаны на тазник, ноговицы, обувь из кожи, расшитой вышивкой из бисера, металлическими бляшками и подвесками. Они служили своеобразным оберегом, щитом, охраняющим будущую прародительницу от опасности. На тазник подвязывается поясом кюсюрук с ниспадающими подвесками-колокольчиками. Звон колокольчиков, бряцание подвесок свидетельствуют о целомудрии и нравственной чистоте будущей невесты. Невесте поверх нательной одежды надевают распашную рубаху, обрядовое свадебное пальто «Таналай-сон», богато вышитое бисером в сочетании с металлическими бляшками и подвесками. На лицо надевают покрывало для лица аннах, который является не только защитой лица от стужи и ветра, но служит своеобразным амулетом от порчи и сглаза. Затем на голову одевают свадебную конусовидную шапку ура, на вершине которой прикреплены перья тотемной птицы семьи невесты. Перед вами невеста XVI – начала XVII веков. В начале XVIII века, в эпоху междоусобных войн Кыргыз-Уэте, свадебное пальто «Таналай-сон» видео изменяется в «Таналай-сон» с короткими рукавами, отделанное мехом и богато вышитое бисером в сочетании с металлическими бляшками, напоминающими кольчугу воина. Шапка ура трансформируется в шапку с рожками, с оперением или хвостом того или иного зверя или птицы тотема рода невесты. Невеста Саха, как идеал того времени, подруга воина, в своем свадебном наряде выглядела вполне воинственной. А ведь силуэт свадебной одежды напоминает образ некой птицы. Ведь и вправду девушка воспевалась, сравниваясь с вольной птицей, стерхом, лебедем, жаворонком. И, выходя замуж, она теряла свободу. И короткие рукава, как обрезанные крылья, как бы свидетельствовали об этом. Невеста XVII-XVIII веков.
конце XVIII – в начале XIX века с полной христианизацией народа Саха постепенно исчезают языческие обряды. С появлением мануфактуры в одежде формируется новый стиль, во многом отличающийся от ранее бытовавших как по фасону, так и по декору. Невесте поверх нательной одежды надевают свадебное платье халатай. Поверх платья надевают свадебную безрукавку. Украшают национальными серебряными украшениями, одевают на шейные серебряные украшения, серьги, гривну, на костное украшение, браслеты и начельник бастынга. Все украшения выполняют магическую, охранную и благожелательную функцию. В традиционной якутской свадебной одежде отражается эстетика народа, овеществляются его духовные идеалы и мировоззрение. Женщины одевают невесту в шубу буктах-сон. Женщины одевают невесту в шубу буктах-сон. Одевают серебряный пояс с набедренными украшениями-подвесками, щипчики, труп с полусферой, цветок сардана, календарь, капаушки, кресало, ряд сумочек хаппар, кисетов. Одевают серебряные нагрудные и наспинные украшения поверх шубы. Обязательным дополнением к свадебной одежде является комплект украшений из литого серебра, что должно было оберегать невесту от всяких несчастий и злых сил. Надевают зимнюю шапку джабака, силуэт, крой, декор которых свидетельствуют об их сакральном значении в жизни народа. Надеваются рукавицы. В одежде невесты воплощены идеи жизненной силы и плодородия. В знаковой символике закодировано благополучие супружеской жизни, а в силуэте выражена космографическая структура Вселенной. Таким образом, вся одежда невесты во всех ритуальных действиях
во время всего свадебного церемониала не только сохраняла свою древнейшую магическую функцию охраны женщины, продолжательницы рода от вредоносных сил, но и способствовала благополучию дальнейшей семейной жизни невесты и должна была обеспечить ее будущее благосостояние.